Как наши взгляды не дают развиваться самым важным аспектам нашей жизни. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая спорная ситуация произошла в Таджикистане и как из-за этого могут терять люди жизни. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Отрасль трансплантологии в Таджикистане развивается, но фактор ментальности и опасения создания черного донорского рынка пока мешают наладить вопрос донорского банка. Поэтому вопрос пересадки органов от трупа и чужого донора в стране не решен. Внедрение трансплантации органов и тканей в Таджикистане началось около 15 лет назад. В частности, в 2007 году был принят закон о трансплантации органов и тканей человека, а в 2011 году был открыт Национальный научный центр по трансплантации человеческих органов и тканей в Душанбе. Однако первая трансплантация в Таджикистане была проведена еще в 2009 году. Это была операция по пересадке почки 22-летнему Хабибула Каралиеву. Донором выступила его родная сестра. Операция была произведена в Республиканском урологическом центре 15 урологами-хирургами. Стоила она на тот момент около 50 тысяч сомани, это более 10 тысяч долларов на тот момент. Тогда таджикские врачи проводили лишь операции по пересадке почек, но в планах были и другие виды операций, в частности по пересадке печени и костного мозга. Достичь этого удалось. С 2011 года по сегодняшний день в центре было проведено 975 операций по пересадке почек, 93 по пересадке печени, 15 по пересадке костного мозга, одна операция по трансплантации почки и поджелудочной железы одновременно. В 2019 году законодательство в этой сфере было пересмотрено. Закон упростили, а все мероприятия, связанные с трансплантацией органов и тканей человека, включили в Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан. Если согласно старому закону донором мог выступать только родственник, то новые правила позволяли делать трансплантацию органов и от трупа. Согласно законодательству, объектами трансплантации могут быть сердце, почка, печень, легкое, костный мозг и другие органы и ткани. По словам врачей центра, причина отказа, как правило, лежит в ментальности населения, когда люди смотрят на это с точки зрения религии и считают это недозволенным. В таджикском обществе часто даже выступают против вскрытия тела. О том, что это может кому-то спасти жизнь, не думают, в то время как именно этот вопрос нужно пропагандировать. Нужна большая информационная кампания, нужно разъяснять людям о важности этого вопроса. В эту кампанию нужно включать духовенство. Только с их помощью это возможно, хотя это очень долгий процесс и большая работа, но она необходима. У нас очень много случаев смерти в ходе ДТП, и именно с исходом смерти головного мозга органы таких людей могли бы спасти жизнь многим другим, говорят в Центре трансплантологии. Но таджики очень сложно соглашаются на то, чтобы взять органы из трупа из-за своей религии. А как вы относитесь к этому вопросу? Если бы вы знали, что органы вашего погибшего родственника могут спасти жизнь людям, вы бы согласились на это? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Согласно законодательству страны, изъятие у живого донора органов допускается в случае, если он находится с реципиентом в генетической связи, за исключением случаев пересадки костного мозга. Кодекс здравоохранения оговаривает и порядок трансплантации органов и тканей, который, в частности, предусматривает возрастной ценз для донора, который должен быть совершеннолетним, его письменное соглашение, предупреждение о последствиях, условия, что не будет вреда для его здоровья в дальнейшем, что трансплантировать у донора можно лишь один из парных органов и тому подобное. По словам врачей центра, вопрос пересадки органов и тканей от чужого живого донора в Таджикистане не рассматривается в связи с опасениями создания черного рынка органов. Именно поэтому даже в вопросе трансплантации от трупа предусматривается тщательная предварительная проверка с участием представителей органов правопорядка. Хотя, с другой стороны, механизмы предотвращения и защиты от черного рынка вполне можно разработать. Например, в соседнем Узбекистане в мае этого года приняли закон о трансплантации, и одним из его требований стало то, что договоренность с донором записывается на видео. Причем согласие донора оформляется нотариально. Также записывается процесс операции. Любая операция должна записываться и архивироваться. Между тем, по словам некоторых экспертов, обходить этот момент не так уж и сложно, так как всегда можно получить нужную справку о том, что находишься с реципиентом в родственных связях. Другой момент, который, по их мнению,
сожалению, заслуживает особого внимания, это то, что условия для реабилитации пациентов не совсем соответствуют требованиям, а именно этот период является важным для всех пациентов. По словам некоторых собеседников, они делали операции для родных в других странах, именно ради адаптационного периода, который должен пройти. Мы сделали родственнику операцию на почках в России, тоже от родственника, но поехали туда именно ради качественного реабилитационного периода, чтобы на случай отторжения была быстрая и адекватная реакция. Всегда доступны нужные препараты и можно провести специальные анализы, которых тут нет. Были и другие факторы, слава богу, все прошло и протекает пока нормально, говорит один из собеседников. Другой собеседник тоже жаловался на несоответствующий послеоперационный период. Часто какие-то побочные эффекты списывают на то, что пациент сам не выполнял нужные рекомендации, недостаточно пил, если речь идет о пересадке почки, или же должен был ездить в машине, зависит от ситуации. Но бывает даже при выполнении всех условий последствия очень затягиваются. Я знаю семью, которая второй год ежемесячно тратит по 3000 самани на необходимые лекарства, которые ей прописали в послеоперационный период, говорит представитель одной из благотворительных организаций. По его словам, стоимость лечения также порой может оказаться даже выше, чем в других странах. Например, операция на почках, которая составляет 47 тысяч самани, в итоге одному из пациентов обошлась в 150 тысяч самани за послеоперационных расходов на лекарства, хотя лечение за рубежом с учетом всех этих затрат и даже перелета составляло на тот момент $12 тысяч, и качество лечения там намного выше. При этом собеседник отмечает, что эта проблема существенна не только для сектора трансплантации, но и в целом для таджикской медицины. А как вы относитесь к нашей медицине? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.